Я продолжаю писать карту дня на 20 февраля. Это понедельник. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Знаки у нас от весов и до рыбок. Если вы зашли на это видео, вам нужны первые 6 знаков. Здесь их нет в этой части. Они у меня в первой части. Ссылку на нее вы можете найти внизу под видео в описании. А я смотрю дальше. Весы. 20 февраля. Понедельник. Покажите мне события. Что будет у весов? Якорь сразу выпадает первое. То есть где-то у вас с утра получится заякориться. То ли дома, то ли на работе, не знаю. Солнышко нельзя. Пустые разговоры, болтовня. Общение с другом, подружкой. Да, вот как раз колокольчик. Болтовня с подругом, с друзьями. С подругом, с другом, подругой. Обман. Маска. Ножницы. Ножницы хорошо. Это решение вопросов, дел каких-то. Змея. Ну, змея — это либо завистники, либо какие-то люди, которые желают вам зла, хотят обидеть, да, то есть, ну, чаще всего так проигрывается, пытаются обмануть, да, вот змея и обман. Но иногда это и просто человек по году рождения змея. Например, друг или подружка у вас, да, родился в год змеи или связан с медициной, тоже может показывать змею. Так что тут надо учитывать все эти моменты. Горизонтали, вертикали нет. Получается, якорь показывает, что с утра вы где-то бросите якорь, и полдня, как минимум, точно ничего происходить не будет практически, да, то есть событий никаких нет. Затем идет общение с подругой, другом, пустые разговоры, решение какого-то вопроса. И вот да, на что обратить внимание, это на то, что вас могут обмануть в этот день, надо быть осторожными. И может кто-то обидеть, змея. Так что... Возможно, змея оденет маску, да, то есть обманывает. Так что будьте осторожны. В окружении есть змея, да, которая скрывает себя. Благодарю за внимание. Перехожу к скорпионам. Скорпиончики. 20 февраля. События дня для скорпионов. Понедельник. Солнышко, хорошее настроение. Первое, что я увидела. Придет новость. Возможно, новость поднимет настроение. Общение с другом, подружкой. Прибыль.
болезнь, плохое самочувствие, или может показывать, если вы запланировали поход к врачу в этот день, ну или там в больницу, не знаю, куда-то в стоматологию, в лабораторию, то может просто показывать, да, что это будет. Неприятность еще есть. Неприятность, возможно, да, вот что-то будет связано со здоровьем, какая-то неприятность. Здесь нет, значит, смотрите, что получается. Первым событием выпала радость, солнце, хорошие новости, общение с друзьями и прибыль. Да, то есть было все прекрасно. Потом выпала тема здоровья, и последним выпала неприятность. То есть может вот единственное, до чего надо попытаться избежать, это какой-то неприятности. Часто бывает, что это по нашей вине происходит. Например, идете в больницу, да, потому что после больницы выпала неприятность, после болезни, вернее, что-то забыли, да, то есть какую-то бумажку, документ, справку, не знаю, что, в общем. Поэтому надо быть осторожными. Не успели, неприятность может показывать, не успели по времени, опоздали, да, то есть поэтому тут вот, если будете осторожны, возможно, удастся избежать. Благодарю за внимание, скорпиончики. Перехожу к стрельцам. Сейчас будем смотреть, что у стрельцов. Двадцатое февраля. Стрельцы. Неприятность. Весы еще тут вот были. Весы показывают колебания, сомнения и выбор еще могут показывать. То есть когда мы сомневаемся между двумя вариантами. И неприятность. Возможно, из этой неприятности есть два варианта выхода. То есть да, два пути решения вы будете выбирать. Луна. Событие, которое повторяется каждый месяц. Показывает время. Вот смотрите, неприятность какая? Связанная со временем. Поэтому, то есть это опоздание, спешка. Может быть очень долгое ожидание, то есть когда наоборот проигрывается. Друг. Еще выпадает общение. Возможно, у вас с другом, да, допустим, встреча на определенное время. И неприятность показывает, что вы просто можете опоздать. Ну, тут еще идет общение с каким-то представителем закона власти. Тоже может быть встреча, да, с этим человеком на определенное время. Больше не вижу горизонтали, вертикали. Значит, смотрим, получается, вы стоите перед выбором. Выбор: неприятность, время, проблема со временем, общение с другом, подругой, событие, которое повторяется каждый месяц. Возможно, каждый месяц, да, то есть вы ходите на встречу с каким-то вот представителем закона власти, человек в форме. Не знаю, платите налоги, там, не знаю, что-то там делаете каждый месяц. И на определенное время, да, то есть и неприятность вот показывает, что в этот день вы можете, например, опоздать, или неприятность, не успели, забыли что-то, пришлось возвращаться, из этого опоздали. Поэтому тут вот
Чтобы избежать неприятностей, надо просто быть осторожнее в этот день. Осторожнее и проверять каждое свое действие. Иногда пытаются даже вот, получается, предотвратить, да, скажем так, эту неприятность. Для этого прогнозы и делаем, чтобы этого избегать, да, по максимуму. Вот такая информация для вас. Смотрим дальше. Козерожки. 20 февраля, понедельник. События дня. Козероги. Удача, подкова. Череп. Плохое самочувствие. Тема здоровья и медицины в этот день будет актуальна. Любовь. Сейчас, секундочку. Так, продолжаем. Значит, сейчас я еще посмотрю, что тут есть по периметру. Вижу нерешенный вопрос еще. Цепь. Смотрим, здесь нет. Верность есть. Лебедь. Так, здесь нет. Нет и нет. Получается, у вас в этот день удача на вашей стороне. У вас все хорошо в личной жизни. Смотрите, любовь и верность. Возможно, какое-то событие. Это может быть знакомство, если у вас, да, вот нет пока любимого человека. Дальше. И из минусов, да, то есть также есть и два минуса. Первое – это тема здоровья, самочувствия. Минус. И минус – это нерешенный какой-то вопрос. То есть, не получается решить то, что вы там себе запланировали, задумали. Потому что ножницы, да, то есть, видите, если бы сложились ножнички, тогда получилось бы, но вот так складывать нельзя, то есть я не могла эту карту переложить сюда, поэтому показывает, что, к сожалению, какой-то вопрос не решится в этот день у вас, даже несмотря на то, что вроде бы как и есть и удача, да, то есть удача должна была помочь, но тут, видимо, даже удача бессильна. Благодарю за внимание, Козероги, перехожу к Водолеям. Смотрим, Водолей, 20 февраля. Понедельник, события дня. Надежда, подсвечник.
Печаль. Ключик. Вот такие крайности. Ключик показывает открытые двери, возможности. Успех. Надежда на успех. Ну, я думаю, что благодаря ключу успех должен быть. Хотя, с другой стороны, есть и печаль. Но, возможно, это будет, да, смотрите, и слезы. То есть точно что-то вас очень сильно может расстроить. Печаль, слезы. То есть у вас, с одной стороны, будет какая-то очень удачная, да, ситуация, успешная, результативная, и одна не очень хорошая. И ножницы, видите, есть решение. Решение вопроса. Решение вопроса успешно. То, на что вы надеетесь, для вас будет результативно. Ну, возможно, тут не последнюю роль сыграет ключ, да, то есть то, что вы приложите какие-то усилия. Поэтому, с одной стороны, да, то есть надежда на успех, есть результат решения, да, то есть ключ показывает, что это в ваших руках, но также есть одна ситуация, может быть, в этот день, которая вас очень сильно расстроит до слез. Ну, обычно, вот если событий никаких не выпадает, да, плохих, там, не знаю, обмана, неприятностей, да, там, то иногда указывает, что вот эта печаль, она не связана с нами лично, да, то есть, ну, там, не знаю, может быть, в окружении у кого-то что-то происходит, в целом, в стране, в мире, да, то есть что-то нас расстраивает. Потом тут вполне может быть кино какое-то, да, посмотрели мелодраму, расстроились, то есть тут так тоже может быть. Поэтому не всегда, да, вот повод для слез это какие-то наши события негативные. Надеюсь, что у вас так и будет. Благодарю за внимание, Водолей. Перехожу к рыбкам. Так, смотрим дальше рыбки. «20 февраля. Понедельник. События для рыбок. Смотрим. Череп. Плохое самочувствие. Болезнь. Или посещение медучреждения. Якорь. Якорь это когда нас что-то держит, останавливает, да, то есть мы где-то фиксируемся. Возможно, вы пойдете, не знаю, там в больницу, да, то есть и много проведете времени. Свидание. Может быть, на свидании много времени, потому что тут якорь ложится, видите, рядышком и с этим событием, потому что там и там себя проявить. Печаль нельзя. Приглашение. Приглашение на свидание. Интимная связь. Кровать. Корона. И чемодан еще есть. Корона – это общение с каким-то человеком, у которого есть власть, да, то есть есть, может быть, в форме. Да, то есть, например, если мы берем болезнь, то это может быть врач, например. А чемодан показывает разлуку. То есть, возможно, после вот этого свидания, встречи, да, то есть показывает чемодан, вы будете расставаться.
надежда. Или, может быть, человек был, да, с вами в разлуке, да, то есть куда-то уезжал, и вот приезжает, да, с чемоданом, и у вас будет такая вот встреча. Удачу нельзя. Конвертик. Приглашение через сообщение, да, то есть через письмо показывает приглашение. По смс-ке, возможно. Так, тут нет совпадений. Новость нельзя. Гости. Ну, смотрите, да, то есть что показывает? Показывает, что у вас в этот день может быть что-то с самочувствием, да, возможно, не очень хорошее, а возможно, вы просто запланировали поход к врачу. Дальше якорь, вы где-то долго и много времени проведете в этот день по якорю, то есть заякоритесь. Будет приятная встреча, гости, приглашение, получение приглашения, надежда, общение с каким-то очень влиятельным человеком, интимная связь и разлука. Ну, тут много событий, да, то есть указывает на какое-то вот общение, смотрите, свидание, гости, приглашение, да, через письмо, интимная связь, то есть, скорее всего, это одно событие. Поэтому тут вот, я думаю, что событий много, но 3-4 могут указывать на одно. Поэтому здесь надо их компоновать. И я думаю, что вы для себя поймете, как они для вас проиграются. Так что вот такой вот интересный день у вас будет в понедельник. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.